Ассаламу алейкум. Добрый вечер, друзья. У тебя звук пропал, тебя не слышно. У тебя звук пропал. Может, связано с тем, что ты "Телеграм" включил, Аят? Может, с этим связано? Может быть, этим О, связано. сейчас есть звук, зато картинки сейчас нет. И Муса, их дохсо каждый раз. Ага, мы в эфире, вообще. Так, тогда надо тебе выйти и снова зайти, Аят, как в прошлый раз. Мгм. Так, Так. а я пока анонс сделаю, вступление. Ассаламу алейкум. Добрый вечер, друзья. Сегодня 30 марта 2024 года. У нас 26-й стрим на платформе открытого диалога. Тема сегодняшнего стрима – теракты и вероятная трансформация России. Лайв, март 30 2024 года. С нами снова Аят Эдигов, сопредседатель президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Я вас всех, друзья, сердечно приветствую. Ждем Аяда, чтобы он подключился. Так как возникли немножко опять технические накладки у нас. Сейчас. Слышишь меня? Слышу, Аяд, но не вижу, картинки нет. А слышу хорошо. Картинки. Так, Южная степь, Акраман, всех я вас приветствую. Привет. Снова у нас технические нюансы, моменты. Перед нашим стримом, перед вот этими нашими стримами, те, кто хочет писать комментарии, сразу начинают подписываться. В среднем где-то 10-20 аккаунтов подписывается, потому что я поставил условие, что комментарий может писать только подписчик в чате, когда у нас идет стрим. И вот за буквально, как только я включаю, что будет назначен стрим, пока я тут налаживаю там все свои настройки, в этот момент 10, где-то до 20, 10-15 аккаунтов подписываются. И готовятся писать комментарии. Машовель, Шамсад, Машовель. Как-то так. Так, Аяда пока нет. Ждем Аяда. Так, Муса Скигайден. Муса, ты можешь говорить, если включишь микрофон свой. Алейкум. Я включил микрофон. Алейкум. Аят пока не подключился. Сегодняшняя тема теракты и вероятная трансформация России. Муса, что ты можешь сказать по этому поводу? О терактах и трансформации. Сколько я его помню, в общем, Россия вообще коррумпированная и плюс нечеловечная, много вещей, короче, насчет. Я его знаю, в общем, с 73-го года. Я в Москве бывал, в Кремлевском дворце съездов, 50 лет СССР концерт подавали. Это Башлам ансамбль наш. Ага. А ты выступал или как? Выступал. Да. Башлам, да? Не Башлам. Башлам тоже был, война. Война, ага. А Башлам это мои ученики были. Ага. И они тоже или Москву. Ну и после, в общем, поезд искусств по северному, да,
Северному России лучше. Мгм. Мы Таганрог, давали концерты. С нами Москонцерт был и Госконцерт был. Ясно. Потом второй раз, да, 60 лет, когда Алло. уже через 10 лет повторно был. Аят, Люблюсь. видно и слышно. Вистрела? Слышно меня, да? Да, Мгм. все. Муса, виструшь. Давай, Муса, давай. Да, Муса, пожалуйста, продолжай. Ну, и что, в любом случае, уже, я никогда уж их хорошо знал уж. Короче, пришлось знать потихонечку. Каждый раз бывали и стычки бывали, даже не только стычки. Ну, они полностью наш, ну, этот, где-то в Таганроге, не, опять Таган, ну, этот, в Владивостоке, там бывали, камнями закидали наши все эти, в общем, пользу искусства, окна разбили уже. Было и такое было. Ясно. Но в любом случае, я с тех пор от них отвернулся уж. Я имею в виду, хотя Советский Союз был, я и работал в Советском Союзе, в Грозном. Все равно желания для, ну, с ними контакт иметь, в общем, у меня не было. Ну так. Баркал, Муса. Аят, подключиться. Дина, Аят, сегодняшний наш стрим мы назвали «Теракты и вероятная трансформация России». Это, мне кажется, сегодня очень актуальная тема, так как ИГИЛ из Хурасана, да, по-моему, так это называется, организация, они очень серьезно настроены, особенно после тех пыток и невероятного садизма, который присущ российским спецслужбам, который вот это свое мурло открыли теперь всему миру, уже откровенно они уже это делают, не стесняются, не притворяются джентльменами, демократами, защитниками прав людей, там, ценителями прав людей. И вот по этому поводу я вот наблюдаю, большая такая волна набирается, в том числе негодование этих мигрантов, которые работают в России. Они миллионы таджиков, узбеков, киргизов, казахов, ну и просто сами мусульмане, проживающие в России, все были в шоке. Не то, что даже что этого никогда не было, но просто это так откровенно еще, только лишь всего лишь обвиняемые люди, даже если они убийцы, над Чикатилой они маньяк, который женщин, детей убивал, они в Советском Союзе такого насилия откровенного мы не видели. А тут Путин их поздравляет. Вообще Россия катится туда, куда и следовало, и следует ей катиться. Так получается, Пожалуйста. Я приветствую всех со всех каналов, которые сейчас нас слушают и видят. Да, Аслан, такая точка зрения, как ты говоришь, тоже существует, но вопрос, надо сказать, пока открытый еще. Еще точно неизвестно, кто это организовал, что организовал. Мы можем только говорить о том, что мы имеем опыт, допустим, мы чеченцы, наша республика, Чеченская республика Ичкерия, которая имела вот эти вот контакты в таком плане, когда они вторгли на нашу территорию. Тогда они творили, что только не творили, и мир на это не обращал внимания. Они даже вот проводили как бы соревнования в разных таких залах, где ставили наших людей, сходу, разбежку, допустим, он вбегает откуда сходу, там вот стоят люди, как он попадает, расстреливает. Это такие устраивали даже концерты, отрезали и уши, и, как говорится, ухи, и все остальное, там, что только, может, убивали людей наших, пытали. И ни за что, просто ни за что
без всякой на то вины, только лишь потому, что им хочется возродиться и стать вот такой великой державой, империей снова. А на демократию, в общем, ссылались, как ты говоришь, говорили, что мы там все едины и все такое. И когда Советский Союз был, тоже говорили, что мы едины. Сегодня они говорят, мы все русские. Да, ну, думаю, что здесь заложено в любом случае в этой так называемой преступной акции заложена мина со стороны Кремля. В любом случае. Это мы увидим потом, как мы увидели то, что они делали против нашего народа, против нашей республики. Очень даже вероятно, что вот здесь мысли я слушал некоторых людей, политиков, что эти ИГИЛы или Хорасан, или там вот мы знаем, что там Ирак, Сирия, мы знаем, что Иран, они вполне возможно, они там же их как-то курируют, все же эти, да, и там внедрены, конечно, агенты, российские агенты. И они могли это все организовать, запланировать. Давно, наверное, к этому шли. Они знали, как этот вопрос, наверное, делать, но запланировали. И вот такой вот план составили и вот это совершили. У них есть сейчас, у Кремля, желание так или иначе перевести стрелки, скажем, на Запад или на Америку. Но Запад и Америка на этот шаг вряд ли пойдет, и Украина тем более, потому что как они могут пойти опуститься до этого уровня? Хотя вот есть мнение, что они пытаются так или иначе, что там у нас в Украине появится какой-нибудь выродок нашей национальности, может быть, и что-то может высказать. Но это все равно не будет ничего означать, кроме как еще раз подтверждать то, что вот эта работа все равно Кремля. Это Кремлю выгодно. Мы должны смотреть, кому это выгодно. Выгодно только Кремлю, который сегодня находится в таком, скажем, осадном положении со стороны всего Запада, который готов применить все имеющие у него вооружения, кроме, скажем, атомное такого оружия, для того, чтобы остановить Россию, чтобы она перестала вот так вот давление оказывать на государства, которые образовались после Советского Союза, выйдя из нее, и, конечно, и на другие государства. Ясно, что Кремль давит на то, чтобы вот сказать, мы, мол, окружены со всех сторон, мы, мол, такие-сякие, и нас вот хотят, у нас все хотят отнять, а в то же время, не понимая этого, люди, которые, вот, народы, которые в составе сегодняшней Российской Федерации России, которые подписали так называемый федеральный договор, я об этом повторяюсь каждый раз, чтобы это как-то вот было, вбито подсознание тех, кто этим заинтересован будет. Ведь создание этой Российской Федерации России было незаконно. Почему незаконно? Потому что, когда развалился Советский Союз, все республики, которые были в составе СССР, имеются в виду и автономные, которые раньше были, и союзные, с точки зрения права, они имели право на свою государственность. Более того, если кто-то скажет, что вот они были автономны, скажу еще раз, что они не были автономны, когда разваливали Советский Союз. Еще в 90-м году, в апреле месяце, 3 законами эти республики получили статус союзной республики. То есть все при развале Советского Союза, все республики стали союзными республиками, хотя это и не было необходимости с того момента, как развалили Советский Союз. И часть из этих республик, эти вновь образовавшиеся, я говорю о Российской Федерации, РСФСР тогдашней, они заставили эти республики обманным путем, давлением, посадив там еще этих коммунистических деятелей, заставили подписать
этот федеративный долг 31 марта 1992 года и захватили. Вот с тех пор это и есть начало экспансии, это и есть террор по-своему. Да. И этим людям не дали они свободы. Поэтому мы должны это понимать, и эти наши друзья, которые сегодня хотят там получить признание и все такое, должны понимать, что признание и все это будет, они имеют это право, но надо, чтобы они наполнили всей атрибутикой своего государства. Что признавать? Просто вот так воздушное пространство не получится. Поэтому этому будут препятствовать Кремль и сейчас. Они должны сейчас заняться вот наполнением этой всей атрибутики своих республик, своих государств и поднять этот вопрос. Я так считаю. Потому что это с точки зрения международного права и с точки зрения, скажем, Конституции и развала Советского Союза тогда. То есть это есть тот момент, который важен, а вопрос о том, что они поднимают всегда, вот мы должны выйти из Российской Федерации, России, вот должны выйти. Но они не смогут выйти оттуда, если они не будут решать вопрос с одобрения Путина, так скажем, условно. Путин или другой там будет. А они не дадут, потому что у них записано, что у них страна, значит, из страны никто не может выйти. Мы единые, мы все русские, все такое. То есть империя пытается расшириться. И сегодняшняя вот эта акция, которую они совершили, 30 акт, несомненно, это выгодно только этому Кремлю, который влез в эту войну, ну, вначале в нашу республику, Грузию, а сейчас во второй раз Украину. Поэтому мы должны быть во всем этом вопросе разборчивы. И разные вот эти моменты, которые мы слышим, каждый день какие-то новости, так, идут. Мы видим, что они пытаются как-то себя обелить и перевести стрелкой на Украину. Это не должно никак нас волновать, но мы должны быть на страже, потому что они очень такие коварные, понимаете? Как они вот против нас делали это, мы помним. Помню, что они сделали. Весь мир они поставили против нас. И что будет, если сегодня, допустим, они на Украину смогут перестрелки и сказать, что они же даже было у них заявление такое, что вот Украина это не государство, это террористическое, исламское, мол, такое-сякое. Намек уже был еще до начала, еще до этого взрыва, вот этого значит, теракта был. Поэтому мне кажется, что все эти разговоры, они должны сейчас просто расследованы быть. И наша борьба, и наше общее единое мнение в этом вопросе должно быть определенным. Это было в интересах России, это делает вот Кремль. Они пытаются вот так или иначе нас раздробить, чтобы мы не объединились. И нам надо тоже знать, вот нашим людям, которые находятся в Украине, со стороны в защиту Украины, тоже должны понимать, что они могут быть в любой момент как-то оболганы и должны себя, соответственно, с этим тем ярлыком, который они вешают на нас, должны быть очень-очень осторожны. Я думаю, они это понимают и без меня, и без моих слов, я хочу сказать, и должны понимать, что наша страна, наш народ создал свое государство, и это государство мы никому не отдадим, потому что это было великое завоевание нашего народа в период распада, развала Советского Союза. Ну, коротко говоря, я думаю, вот на этом я пока завершу, пусть другие желающие выскажутся, и если есть вопросы, тоже будем отвечать. Да, я бы задал бы вопрос. Вот сейчас распространяется информация о том, что на западных, русскоязычных западных средствах массовой информации, о том, что якобы связанные с ИГИЛ-К лица находятся на Северном Кавказе. Республика не упоминается, не сказали про какую республику. Ну вот Северный Кавказ, Северное подполье, третье, десятое. Что ты по этому поводу думаешь?
Это тоже может быть звенья одной цепи, или это реальные какие-нибудь Я радикалы? думаю, что это просто ярлык, который навешивают. Конечно, они в первую очередь это навешивают на нашу республику оккупированную и, скорее всего, Дагестан, Ингушетию, вот так вот. Они, видимо, вот им не важно, они могут любого там это поймать, пусть даже он русский, они его сделают как будто мусульманин и тоже будут это творить. Да, конечно, они эти же вот ярлыки будут навешивать и тем, кто находится здесь на Западе, нашим беженцам. Они тоже должны в этом вопросе себя вот как-то вот значит, оберегать, быть спокойны и не тревожить, как говорится, эту тему для того, чтобы Кремлю это было не на руку. А Кремль, он имеет очень сильную, да, сеть на Западе, мы знаем это, и здесь нет никакого сомнения, что они будут делать все для того, чтобы сейчас объединить все, скажем, страны, западные страны, привести в области, значит, борьбы против исламского, мол, терроризма. Вот они хотят в эту, как говорится, линию завести это. Вот ты тоже об этом говорил, я слышал, вы там в передаче. Да, это так, но мы должны понимать, что для этого должны быть какие-то доказательства. И никогда не имея никакие доказательства, они против нас могли это делать и могли там развивать вот свою вот эту агонию против нас с привлечением остальных стран. Но я сегодня думаю, что это не удастся сделать, потому что остальной мир уже имеет очень большой опыт, скажем, начиная с 90-х годов, что они делали. И что сегодня творится, тоже очевидно, что это выгодно Кремлю, с одной стороны. С другой стороны, есть и другая вот точка зрения, что на самом-то деле, мы же помним с вами, как они, Путин в свое время там вот говорил, если надо, мы, значит, и с Аллахом будем воевать, если надо, мы вас ото всех там то-то, то-то, что исламский терроризм и все такое. И потом они там слушали этого Жириновского, который как выражался, как он оскорблял, скажем, эти народы мусульманские, в принципе, так, свои высказывания о всех. За это надо было его привлечь ответственность, посадить в тюрьму. А они все тихо улыбались, которые сидели во власти. Тихо улыбались, как будто бы это... А это было с его их подачи, Жириновский это делал. Это все сегодня, может быть, тоже как-то, значит, сыграло свою роль. Почему? Потому что вот все эти, скажем, среднеазиатские республики, они посылают своих людей там, чтобы какую-то копейку зарабатывать в России. Ну и в то же время там к ним относятся как уничижительно, считают их там людьми второго сорта и, мол, такое. Эти, мол, первого сорта, это второй. Ну, как и прежде, имперская вот эта позиция. И их работа, вот, которую они проводили, скажем, в Сирии, которую они проводили в Афганистане, а тем более вот это вот ИГИЛ-К, который мы с вами знаем, она враждебно относится, насколько нам известно, значит, к этим Талибану, а Талибан, как бы, друзья сегодняшнего Кремля, они уже приезжают в Кремль, с ними общаются, дружат. Так что и этот момент, может, тоже там какую-то роль сыграл, и они могли и самостоятельно эту идею разыграть. И в итоге, если разыграв ее, если оно так, то для Кремля это очень опасно в том смысле, что теперь у них есть еще один очень сильный опасный враг, которого нельзя просто так поймать и заставить. Они могут кого-то там убить, поймать, обвинить, а так их не поймать. То есть с этой стороны для них это опасно, и, по-моему, они тоже сейчас вот в таком замешательстве, не знают, что делать. Я имею в виду Кремль, он здесь в каком-то замешательстве. Но посмотрите, он поехал в Торжок, вы, наверное, видели, так? И там выступал и говорил, что вот эти вот ура-патриоты должны придержать язык и все такое. Мол, он говорил в отношении одного депутата, который там кричал,
в Думе, что мы вот сейчас вот этих всех этих, мол, нелюдей, этих разного рода, имелось в виду вот эти таджики и другие люди, людей национальности, что они вот какие-то такие-сякие, называл их оскорбительно, и что мы вот своих русских из-за армии отзовем и всех их там здесь поколотим, покажем вам. То есть вот такие вот идут вот эти исламофобские высказывания, и это сидит внутри этой империи. Как вы знаете, там вот сколько раз были там такие движения, которые говорили о том, что вот в Москве хотели там мусульмане свою мечеть сделать. Они всюду мешали, собиралась эта куча людей, масса протесты, вот здесь это наша земля, это наше все. Это все их, а все, что они захватили, тоже их. Везде получается все их, а куда же деваться остальным народам, которые на этой территории жили веками, тысячелетиями, а они теперь хотят все наше подгребать под себя. И это тоже могло стать причиной того, что вот такая вот реакция вот последовала, и она могла выйти, конечно, самостоятельно, я хочу сказать, такая вот линия тоже могла быть. Так что мы сейчас находимся в таком ну, взвешенном положении отношения этого вопроса. Я думаю, что это будет все же ясно в скором времени. Так что мне-то понятно, что это работа Кремля. Я так думаю, что это работа Кремля. В любом случае они могли вот этот рычаг, как бы, значит, включить для того, чтобы сейчас использовать их, направить это против Украины и в защиту себя. Для запугивания внутри страны Да, и да, да. обвинения Да, Украины. конечно. Да, да. Да, Да, мне тоже так кажется. да. Баркалаят. Так, друзья, кто хочет еще спросить, кто хочет непосредственно принять участие в беседе, вы можете зайти на наш телеграм-канал Президиума правительства, информационно-аналитический центр Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия в Телеграм. Ссылку вы можете в YouTube у меня в разделе сообщества найти. А также вы можете задать здесь вопрос в YouTube. Сейчас нас смотрит 428 человек, друзья. И вот все наши, те, кто у нас, это не все в Телеграме, сейчас многие нас покинули. Ну, могут задать вопросы и распространяйте ссылку на наш стрим. И задавайте вопросы, друзья. По моим наблюдениям, проблема у тех государств, которые проигнорировали закон о люстрации и полиграфа. Как вы думаете, спрашивает Эд Мамедов. Сейчас я попробую сформулировать более точно. По его наблюдению, проблемы у тех государств, кто не провели люстрацию и не было полиграфа. Вот спрашивает Эд. Ну вот об этом говорят. Допустим, в какой стране эта люстрация, закон был принят, и, допустим, из Советского Союза. Я, допустим, не знаю ни одной страны, где это было принято и который этот вопрос поднимался. Этот вопрос поднимался в Чеченской Республике Ичкерия. Мы принимали закон о люстрации, Ага. и этот закон был принят, так, и мы даже там судьи пытались вот, значит, назначить вот этот процесс. Но новая пришедшая власть, она как-то, значит, не соглашалась с этим, я имею в виду исполнительную власть. Президент не очень-то хотел этим заниматься, считает, Второй что... президент. Да? Второй президент. Второй или первый Да, президент? Масадов, он не очень-то хотел этого, да, может быть, у него были какие-то основания, потому что хотелось ему вот прийти и чтобы как-то мирно все решить. Вот так он высказывался. Хотя это был тот период, когда очередные выборы были у нас. То есть, если бы это были бы не очередные выборы, мы, первый парламент, слагали свои полномочия и уходили в отставку, и накануне мы приняли этот закон о люстрации. А новый парламент, который пришел, он не продолжит это. Это даже было, скорее всего, не столько сам президент, сколько и парламент там особо этот вопрос не желал поднимать и не желал его рассматривать. Вот такая вот
была ситуация, это промежуточная, как говорится, на перекрестке вот получилось. Но закон мы приняли, у нас это было. Я в других странах не знаю, может быть, и принимали эти законы, но что их, значит, приводили в реализацию или рассматривали, я не знаю. Конечно, если бы вот закон о люстрации был бы принят, то это было бы, ну, наглядно видно, что страна пытается как-то очиститься от предательства, от тех людей, которые, значит, готовы в любой момент, значит, развернуться против нашего государства. Мы сегодня видим, сколько вот некоторые люди здесь на Западе и там у нас на родине, которые есть, вот предали нашу идею, предали наше государство и служат сегодня империи, которая нас убивала. Но думаю, что многие из них, многие даже это молодые люди, они не понимают многое. Но время придет, когда они это поймут, и мы видим, как они относятся к своим братьям, скажем, украинцам, которые они называли, что они чуть ли не единая нация, так вот как они относятся. Как они грузинам, которые вот так вот христиане, а мы-то были мусульмане, и поэтому с мусульман, мол, это еще более усилилось против нас. Так что мы сколько ни крути, ни верти, мусульмане мы или христиане, то они не это главное. Главное, что империя, она пытается подавить, задавить даже своих там русских всех. Они хотят сидеть во власти и управлять. И эту власть передавать из поколения в поколение. А вот три Балтийские республики, Эстония, Латвия, Литва, которые сейчас в НАТО и Евросоюзе, они же провели иллюстрацию. Хоть у них тоже не гладко было, Польша получше, Я это было имею в виду, Польша. знаешь, о чем я имел в виду? Я имею в виду, что три Балтийские республики были признаны Советским Союзом. Это понятно, это понятно. Они вышли из Советского Союза, власть СССР, Горбачев им, значит, дали согласие, они стали независимым государством. Да. Оставшиеся 32 республики, которые оставались и вышли из Советского Союза с полномочиями создать свои государства, ну вот я за них говорю, в принципе, так. А те республики, я знаю, в Литве вот они проводили, ты прав, я знаю, и в других тоже, возможно, скорее всего, они проводили эти люстрации, да, это ты прав здесь, да, я знаю. Тут Ливан Кочарава говорит, да, закон люстрации это будет хорошо, прецедент на Кавказе. Да, Ливан, я думаю, это очень важно, чтобы мы все провели люстрацию и никаких агентов КГБ и ГРУ у нас не было. А Шамиль Халиуллин, наш старый знакомый, Аят, который у нас и в Телеграме задает вопросы, Да-да. пишет, а вот когда вас смотрю, то начинаю чесаться, понимаю, что не отмыться. Он понимает, что даже нас смотреть это уже не отмыться. То есть позиция наша ему ясна, очень хорошо, да, и наша позиция. И Да, и сомнения он в понимает, моей что позиции. Но ничего да, не могу сделать, да? Так получается. понимает, да, он имеет в виду, я так понимаю, что он понимает, что мы говорим очень резкие вещи, которые в России не приветствуются. Ну, мы говорим те вещи, которые мы можем и обосновать. Мы не просто Да, там ля-ля, а вот все, что мы говорим, мы можем обосновать, показать, как это было, какие документы принимались и почему это с точки зрения международного права нарушается. Мы это имеем в виду, а не просто так, чтобы сказать вот то-то, 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 не подводя ни аргументов, ни фактов, ни документов. Мы готовы все это подвести. У нас это все есть, в наших сайтах это есть, в наших других там разных, значит, местах. Когда вы потребуете или вам желательно, мы всегда это выдадим, и в многих местах это есть, нами выдано. да, совершенно верно. Он, в принципе, знает, я думаю, Шамиль наш старый зритель. Да-да, мы знаем. Баланетка, представитель Белоруссии у нас, тоже наш старый подписчик, которая спрашивает, как вы думаете, Беларусь может освободиться от иго расистов? Аят?
Но мы как раз таки имеем в виду, и когда мы говорим всегда, я вот подчеркиваю, если вы помните, я имею в виду, что они напали на Чеченскую республику, потом на Грузию, потом на Украину, Молдову и Беларусь. Я всегда об этом говорю, потому что сегодняшний этот там, который сидит человек, вы знаете его фамилия, он это диктат, это самозванец. Его никто не избирал, это всем известно. Поэтому это то же самое, что и даст нам, вот, как мы пытаемся освободить свою территорию от диктатора, так и это должно быть. И они должны смочь, потому что это зависит, конечно, от Запада сейчас, и от победы Украины, и зависит еще от самого белорусского народа. Но я знаю, у них есть сильная и мощная оппозиция, которые и на Западе, и там они действуют. Надеюсь, что им это удастся как раз-таки вовремя подключить, сделать. Мы с ними имеем контакты, с белорусскими вот этими оппозиционными деятелями, которые на Западе действуют, и довольно близкие и хорошие отношения. Бахкал. Грузия, Эд говорит, пишет, Грузия не провела закон о люстрации, поэтому Украина тоже буксует на сегодняшний день, тоже не провела закон о люстрации. Я думаю, что этот закон надо дополнить. Я думаю, все, кто хоть как-то был на госслужбе до 3-го поколения, не имеют права быть на госслужбе и в СМИ. Ну, у нас, в принципе, в законе это все прописано. Я думаю, ближе к этому уже можно будет. Но это может быть, это зависит от того, какой закон они принимают и какие статьи они принимают. Если они примут такие статьи, это один вопрос, если нет, то... Но, конечно, этот закон о люстрации, это как бы для очищения внутри страны, так? И чтобы внутри. А так, многие страны, допустим, Россия тоже никакие там люстрации не проводила. Так, а она свободно себе живет и чужие страны еще территорию захватывает. Это зависит от многих факторов, но главное, что эта страна по праву воссоздала свои государства в рамках современного международного права. Мы воссоздали его, и сегодня у нас есть столько разных движений, которые, вот, допустим, я так думаю, если бы сейчас мы иллюстрацию провели бы, как бы вот мы могли сразу бы целые пачки людей туда, под этот закон подвести сразу. Вот такая ситуация, да. Закон о люстрации должен действовать, да. Да, я думаю, да, обязательно. Я помнишь, как от общественной своей организации обращался и к президиуму, и к тебе по поводу внесения такого реестра специального. Открыто я писал про иноагентов. Я писал, меня внесли русские иноагенты, а мы вот этих всех бандитов, которые здесь вещают, вот до сих пор не определили, им звездочки не присвоили Но они специальные. сами себя же не могут записать в иноагенты. Тогда они будут тоже такие, они сами себя. А некоторые часть людей, которые против них, они заносят в иноагенты. Они внесут сами себя, да. Ну Да, я там, помню это. Но мы сейчас не можем, у нас нет пока возможности, в силу того, что отсутствует, значит, э, возможность. У нас наш президиум – это правительство в изгнании, которое, значит, работает усеченная форма, потому что все структуры власти из-за этой оккупации оказались в ситуации, когда мы не можем принимать, эти наши органы власти не могут принимать решения. Мы можем и действуем в рамках Конституции и тех законов, которые у нас были приняты. Хотя здесь многие наши вот на Западе, многие, так сказать, плохо, некоторые деятели пытаются как-то нас сбить с этих рельс. Но им это не удастся, зря их вот эти вот их попытки, там, что угодно писать, давайте на Западе проведем выборы, давайте создадим новое правительство, включая туда тех людей, которые не признают наше государство. И вот с этими людьми нас пытаются к этому столкнуть, и поэтому это тоже из той области, которую вот действует Кремль на Западе против нас. Мы это должны понимать, и наши люди
и наши воины, которые есть в Украине, и здесь люди должны понимать, что наше решение, которое было принято тогда, перед началом вот этих военных действий и оккупации, это Мгм. решение, эта власть должна оставаться до последнего человека, пока, значит, не будет изгнан последний, как говорится, оккупант. Такой есть закон, такая конституция. Поэтому разговоры эти, они излишни, они не нужны. Баркалает. Дальше спрашивает, как вы думаете, наши дети, рожденные на Западе, они смогут получить гражданство Ичкерии после деоккупации? По нашему закону, который мы приняли еще тогда, в 91-м году, 2-м, сейчас точно не помню, но точно знаю, что Про по этому гражданство. закону, да, Мгм. все наши люди, которые находятся в любой точке Земли, планеты, так, автоматически получают по своему, как говорится, рождению, где бы гражданство Чеченской Республики Ичкерия. Такой закон есть. Так что вы должны знать, что все наши люди, они автоматически граждане нашего народа, нашей республики. Мгм. Есть такой Чеченская, закон. Да, ага. Чеченская Республика Ичкерия, да. Чеченская республика Ичкерия, страна чеченцев, и любой Да, чеченец, где бы он ни родился, по да, праву этническому происхождению получает автоматически гражданство. А да. если другой человек хочет получить, Нет, например, другой человек – это другое. Имеется в виду те люди, которые вот родились я понимаю, а чеченцы. другой, если, например, Другой кто-то человек, хочет, если он желает, да, это как по правилам, специальные есть там процедуры, которые прописаны, и они тоже могут получить наше гражданство, да, ага. тоже Просто есть. нужно два поручителя, которые могут поручиться, это так или нет, тема? Нет, нет, никаких поручителей нет. Нет. Это все придумано здесь на Западе самозванцами, они там все что Ага. угодно переписывают, там законы какие-то придумывают, какие-то там, значит, Ордена, медали. ордена, медали, и притом даже забыли поставить, что их ордена и медали, их в паспортах, они даже герб не тот поставили. Вместо 5 конечных звезд у них 9-конечные. Они здесь облапошили себя и облажались сильно. Это понятно, что все, что они делают, это самозванство от начала до конца. Мы об этом предупреждали всех. И украинцев предупредили от власти, написали письмо и руководству Украины, и всем. Но пока этот вопрос как-то не рассматривается, видимо, еще руки не дошли туда. Видимо, да. Баланетка задает вопрос. Белорусская оппозиция разная. Но это не вопрос, это комментарий, я так полагаю. Есть прокремлевская, которая только делает видимость работы, к сожалению. Баланетка – это, по-моему, общая болезнь такая. А, Отличный закон, пример, какие Израиля. Закон про гражданство. Да, да. Безвиз с Украиной будет, Аят? Да, Обязательно? обязательно, конечно. Украина наша одна из ближайших стран, с которой еще Жахар Дудаев строил хорошие отношения, знал, он там служил, знал даже язык, Дай э, Бог. разговаривал, когда украинцы приезжали, он говорил. Я помню, когда на 2-й или 3-й годовщине, когда мы праздновали, приехали украинцы и выступали. Там даже есть ролик где-то. И там вот Джахар им по-украински отвечал, когда они там выступали. Так что это наши близкие друзья по всем, так сказать, параметрам. Ну, можно здесь много говорить. Мы считаем их своими близкими друзьями и единомышленниками. Супер. Да, именно так. Так, друзья, если есть еще вопросы, мы 44 минуты сейчас в эфире, 447 человек нас смотрят. Если уже 643 нас смотрят, пожалуйста, распространяйте ссылку на наш стрим, друзья, так как известно, нам всячески препятствуют доносить правду. И пишите ваши комментарии и ставьте лайки, кто не находится в фашистской России или во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия. Дометиев.
Я сейчас прочитаю. Может, есть смысл гражданство Ичкерии давать, как в странах Балтии есть граждане, а есть неграждане, которые не имеют права голосовать. У нас были такие деления. Я помню, у нас 3 цветов были паспорта для гражданина, для Нет, этого правителя. не было. Вопрос о гражданстве нашей республики так остро не стоял, потому что постоянно у нас была война. Понимаете? Начиная с 91 года, потом в 92 году, потом в 94 в ноябре и в декабре, и потом в 99 в июле у нас все время было напряжение, потому что Москва вводила свои войска, мы и с ними бились, отбивались, выгоняли их войска, и поэтому наше гражданство мало кто просил. А если это были настоящие наши друзья и патриоты, которым мы верили, то специально принималось решение, которое на высшем уровне, и они становились нашими гражданами. Но не те, которых сегодня, допустим, команда самозванцев дает им ордена и медали разным людям, которые им нравятся, которым тоже до этого, может быть, особо нет дела разбираться, думать, что это так. Это все липо, так скажем. Люди не понимают из других стран, что это так, и разбираться в этом им не досуг, собственно говоря. Мгм. Аят, где можно прочитать Конституцию Чеченской Республики Ичкерия? Конституцию Чеченской Республики можно прочитать на нашем сайте Сайте Чеченгауметак. Можно .com. прочитать, да, Чеченгауmet.com. Так, можно прочитать в Фейсбуке. У нас есть тоже там несколько сайтов. Это Кремль Чеченской Республики Ичкерия, так, в которых мы ведем диалог, круглый стол, так. И если кто закажет, мы всегда вам отправим тоже, пожалуйста. И приходите на наши сайты, и вы всегда можете там прочитать это все. Аят, Эдмамедов не гражданин пока еще Чеченской Республики Ичкерия, он гражданин Соединенных Штатов, и он говорит, что после деоккупации хочет жить на пенсии в Ичкерии. Что вы ему посоветуете? Что вы мне посоветуете, он спрашивает. В каком районе это ты имеешь в виду жить? Или на какой горе бы ты хотел жить? Но Надо. если он желает, сейчас есть единая там процедура, которая прописана, как это делается, так. И надо сейчас в этом вопросе активно с нами сотрудничать, бороться, помогать нам. Не потому, что мы хотим взамен гражданство дать, а потому, что вы и так хотите быть нашим гражданином, то сейчас бы мы хотели, каждый человек у нас на вес золота в этой тяжелой ситуации. Так что приветствуем вас, Эд Магомедов. Да, спасибо. Вот тут Шамиль спрашивает, если можно о международных отношениях и об отношениях с мусульманом США. Есть ли у нас такие вещи, как отношения с мусульманами США и вообще, в принципе, о международных отношениях? Ну, о международном отношении, что он имеет в виду? Какое вот? Международное отношение как вот? Да, мы, в принципе, и так все здесь в Мы международных относимся к отношениях. международные отношения, это международное право, это устав ООН, это насколько это сейчас является документом или общепризнанным, так скажем, основанием сосуществования то есть советских, я говорю, стран мира, которые были, значит, образовались, в основном еще многие образовались после Второй мировой войны, и было принято вот этот устав ООН на основе Всеобщей декларации прав человека. А Всеобщая декларация прав человека, ее центром, скажем, это была свобода личности. То есть исходили из того, что все должно теперь быть в рамках после этой войны в мире должно строиться на основе свободы личности. И вот на этой основе вот это все, как говорится, жизнится.
И правда, это не всегда как бы соблюдается, потому что мы живые люди, и страны как бы развиваются, одни быстрее, одни нет, другие принимают эти положения, другие нет. Вот я вот недавно публиковал у себя там на страничке, сейчас вот посмотрите, там есть где-то около 30 или 40 стран, в которых по 40 с лишним лет люди сидят во главе этих государств. В том числе и такие страны, как Россия, такие страны, как, скажем, бывший Советский Союз, которые вышли там, и Белоруссия, и Азербайджан, и среднеазиатские некоторые республики, по 25, по 22, и Россия тоже 22 года. Вот сидят там себя, это, собственно говоря, не должно быть с точки зрения международного права. Каждые какие-то определенные сроки, они должны быть переизбираться. Это значит, нет никакой свободы слова, значит, это диктаторские режимы. Не может быть так, чтобы какой-то одна персона все время, там, 30-40 лет возглавляла это государство. Это как сказать вам, это не по современному международному праву, но это существует. И поэтому вот само развитие, само продвижение человеческого направления, скажем, уравненное прав и свобода личности, оно должно продолжиться. И мы тоже стоим на этой основе. Вот такая ситуация. Мгм. Если там Баркалая. другой вопрос, другое, да. Ну, вопросы так потихонечку здесь пишут люди. Тот же Шамиль спрашивает, взаимодействие с Кашаповым, который вроде за Республику Татарстан он пишет. Есть Да-да. президиум правительства? Знаете вы такого человека? Да, мы знаем этих братьев, я их знаю, они приезжали к нам еще, помню, в республику Чеченскую республику, Чквери были тогда. Потом они здесь на Западе объявили о том, что у них есть, что один из них премьер-министр, другой вице-премьер, и этой работой они занимаются. Но в то же время они являются активными такими сторонниками создания по-настоящему своего государства, но это только на уровне того, что они вот пытаются это сделать, но принятие принятых некоторых вот этих атрибутов государств, которые должны были быть, у них пока нет, они должны эту процедуру пройти. Вот, допустим, когда мы создавали свое государство, то мы провели свободные выборы на основе международного права, значит, приняли, значит, принцип о том, что наша страна создана в соответствии с международным правом, приняли конституцию, избрали президент, избрали значит, органы местного управления, герб, то все было принято. Но кашапы, они там это принимают, но это принято, собственно говоря, на их уровне. Но это должно быть все как бы оформлено так, чтобы это было в рамках международного права, и чтобы оно, как бы, значит, было затверждено в соответствии с решением этого народа. А за границей принять, можно ходить и все, что говорить, да, но это хорошо для того, чтобы потом, когда народ это будет воспринимать там, на себя, тогда для этого подготовить эти документы, чтобы они были, но они должны быть приняты. Вот когда наше государство еще в 90-м году, 27 октября, мы провели выборы, вот эти все атрибуты, все приняли, но у нас еще не было принято Конституции, и только лишь после того, когда 12 марта 92 года мы приняли Конституцию, полноправно все атрибуты нашего государства были уже готовы, только тогда, после этого, только Грузия признала нашу страну, только после этого. А до этого, значит, не было оформлено. То есть должно быть вот такие вот наполнения атрибутики всей, которые положено быть у суверенного государства. В этом плане, значит, эти процедуры должны быть пройдены. Это, конечно, один из таких важных моментов, потому что другие страны скажут, ну, признали, а кто вас назначал, а кто вас назначил.
в соответствии с международным правом назначили, кто вы скажут, вы там это общественная организация, себя объявляете, где были выборы, где вас избирали, где власть. Вот это все будут спрашивать. То есть любая страна на это обратит внимание, и с точки зрения международного права это тоже об этом. У нас все это есть, мы это еще в 91 году, вот как я говорю, создали. Остальные республики, которые вот тогда вот так были захвачены, в том числе и Татарстан, и которые до определенного момента какой-то там договор с Москвой заключила, это все, они попали под их лапу, никакую больше они вот эту процедуру дальше не сделали, к сожалению. Но это надо делать, над этим надо трудиться. Сейчас над этим надо думать. Здесь надо вот это грамотно вот это все построить и сделать. А не просто там заявление делать, как, допустим, заявляют наши. Вот у нас есть самозванцы, которые себя называют таковыми, но они не являются таковыми, потому что у них нет никаких оснований, ни правовых, ни других, чтобы их можно было называть таковыми. Но они носятся с этим, потому что им помогает в этом Кремль, они вот действуют и вот такие вот И дела Украина творят. помогает. Но Украина не помогает. В Украине они просто, видимо, вот проводят вот эту свою работу, а Украина пока не до них, я так думаю, потому что они же не будут признавать людей, которые не имеют никаких правовых оснований. У меня, если сказать, ну, покажите ваши основы, покажите ваши правовые там точки соприкосновения, где вы там легитимную базу покажите правовую. У Ну, нее этого нет. У нее нет, этого нет. Да. этого нет, но есть то, что Кирилл Буданов, например, глава ГУР, там передает какую-то медальку сувенирную, которую, как обычно, сувенирно напечатали, и Зеленскому от Закаева. Это, ну, я не знаю, это пренебрежение всеми атрибутами чеченской власти и вот этим. Ну ладно, я... Здесь это попытка выслужиться и сказать, думать, что власть Украины это об этом не знает. Они все знают. Но это так все равно это не пройдет. Так я уверен в этом. Так не работает, да, это. Да, не работает, нет, нет. Ясно. Ассаламу алейкум, Аят. Есть ли какие-нибудь силы в США или в другой стране на Западе, которые связываются или связывались с вами с предложением поддержки? Но вот смотрите, мы с 2001 года и более того, с тех пор, когда, значит, работали на Западе, и во всех международных организациях мы работали. Были со мной люди, вместе мы были, так, и мы всех, и в ОБСЕ, и Совет Европы, и в парламенте, и ООН, и в Америке, в ООН, везде, везде мы бывали. И везде и всюду вот лежала печать того, что Москва через свои экономические и политические воздействия, вот тогда навесив на нас эти ярлыки, везде все говорили, что мы являемся частью России. С учетом того, что якобы мы. Мы эту работу вели и доказывали, объясняли им, что им не так, нас понимали. И там, вот где я был, везде. Нас понимали, мы говорили этим президентам, говорили этим людям, что вот такая ситуация. Но в то же время с 2000, скажем, 2, 1, 3 года на Запад были засланы некоторые так называемые депутаты, некоторые так называемые деятели от нашей страны. Собственно говоря, они находились на Западе, бежав оттуда, не имея никаких полномочий от нашего государства. И вот они были задействованы здесь, которые за всеми нашими, так сказать, спинами, за спиной нашего народа принимали решение о том, что мы являемся частью России, в пользу, скажем, идеи Кремля, что наша территория является частью России. Этим занимались вот эти люди. Вот эта компания, про которую я говорю, они принимали разные вот концепции, они принимали значит, какие-то документы. Это в 2001, 2002, 2003 году, я это каждый раз вот это повторяю. В Копенгагене, Лихтенштейне, Швейцарии, потом отдельно вот принимали документы, которые они утверждали, что
и это как будто от имени государства они принимали вот такие здесь и распространяли их. Им в этом помогала Москва. И вот эти люди до сих пор этим занимаются, и поэтому в этом отношении идет борьба. Но люди, с которыми мы конкретно работаем и работали, они это понимают. И тогда шла, вот помню, шла такая кампания была о том, что необходимо этот вопрос поднять. Это 2002-2003 те годы. Помню, значит, это было в Англии, когда мы хотели вот эту работу провести, но нам снова там помешали, снова, значит, воздействовали внутренние такие вот это распри, которые действовали, и война, особенно война, которая особенно вот так шла. Но с точки зрения международного права, с точки зрения наших действий, создание нашего государства абсолютно, значит, законно, и нет никакой, как говорится, точки, которая бы могла опираться против нас. Как говорил наш президент, все было выверено, как говорится, чтобы комар носом не подточил. Он так говорит. Все было так выверено, все было сделано. И сегодня те люди, которые и нашей национальности, и наши граждане, пусть других национальностей, они четко и ясно понимать, что наше дело правое, что мы были правы, и никаких отклонений от той линии, которая была у нас 91 года, не должно быть. Только этот путь является для нас единственно верным, и никаких отходов мы должны делать. Ни мы, ни наши дети, наши потомки. Эти основания есть, и это документально все подтверждается. Поэтому придет время сегодня или завтра, и мы восстановим свое государство на нашей территории. Обязательно. Мы в это верим. Баркал, здесь Михаил Лиричен задает вопрос. Здравствуйте. Уже говорили о трансформации Мордора, опоздал на стрим. Что для вас является основными маркерами скорых дезинтеграционных процессов на Мордоре? Основными маркерами является вот тот момент, который я говорил, что в 91 году, вернее, в 92 году, когда создавали современная международная, вот эту современную Российскую Федерацию Россию, 31 марта 92 года, то создание этой Российской Федерации, которая есть сегодня, да, было незаконно. Потому что оттуда из Российской Федерации вышло тогда, скажем, было 16 республик. Так? Наша республика вышла из Советского Союза, и эти республики все вышли из Советского Союза. Но РСФСР во главе с Ельциным не дали этим народам, допустим, Татарстан, Башкирия, там, Калмыкия, любая вот территория, которая была на территории РСФСР, а потом, получив статус союзной республики, вышла из СССР как независимое государство, но им не дали наполнить свою, значит, государственность, атрибутику. Им не дали провести ни новые выборы в связи с изменением статуса, ни в 90-м году, когда СССР принял в апреле 3 закона повышения статуса, ни в 91 году после развала Советского Союза им не позволили изменить руководство этой республики. И во главе сидели все те же коммунисты. И с ними тайно, путем обмана Ельцин заключил федеративный договор 31 марта 1992 года и объявил, что создается Российская Федерация России. Это был незаконный акт. Почему? Потому что это было без желания этого народа. Там это делали те бывшие коммунисты из Советского Союза. Они не дали изменить систему власти и избрать. Вот это и есть основные маркеры, с моей точки зрения. Если туда можно весь статус-кво вернуться туда, этот вопрос поднять, и тогда это можно рассматривать с точки зрения международного права, это можно подать в международные там суды и другие. Этот вопрос надо поднимать. Вместо этого разные либеральные и другие деятели, которые хотят сохранить сегодня империю на Западе, утверждают, что вот мы там им дадим свободу, они могут, хотят выйти, не хотят не выйти.
Об этом речи не должно быть. Они должны иметь право на создание своего государства, а потом они будут уже решать, будут ли создавать они конфедерации, или будут они отдельные государства, или войдут в состав другого государства, как это положено по международному праву. Если это на этот вот удары, направление делать удары, я имею в виду правовые, там, значит, общественные должны поднимать этот вопрос, то это наиболее правильно с моей точки зрения. Потому что выйти из нынешней Российской Федерации невозможно, потому что они приняли такие конституцию и все такое. А эти все республики вышли из Советского Союза и были незаконно захвачены Российской Федерации, России тогда. Вот это я считаю главными маркерами, на которые нужно делать упор. Баркал Аят. Я думаю, нам, говорит Эд, просто США, просто необходимо иметь надежного союзника на Кавказе. Я просто не понимаю, почему наше правительство не ускоряет этот процесс. Ваше мнение, Аят? Почему их правительство... Какое правительство имеется в виду? США, правительство США не ускоряет. США? Да. Но дело в том, что у США очень большие мировые проблемы решать. Я был в США, там в Конгрессе, там с некоторыми известными людьми, там, которые известны в Америке и мире, с ними встречался. Это был 2001-2002 год. И когда мы этот вопрос поднимали там, как сейчас, со мной была еще Виктория Пупко, известная правозащитница, она сейчас там в Америке, мы вместе, вот она переводила меня тогда, мы встречались, мы этот вопрос когда поднимали, они говорили, вы знаете, вы не переживайте, Россия скоро, нынешняя, мол, Россия новая, скоро она станет демократическим государством, и мы все решим все ваши вопросы. Сейчас нельзя, мол, там нагнетать ситуацию, тяжелое положение, объясняли тогда. Тогда мы говорили, что, ну что вы говорите, Россия это никогда не станет демократическим государством, потому что она держится на штыках, она держится на силе, а так она не может стать демократическим, свободы нет. Нет, это все будет, мы над этим работаем. Такая была позиция, по крайней мере, на одном из уровней власти в Америке тогда, который мы встречались. И они это несли как бы сверху, нам говорили, что такая позиция наверху. Но мы говорили им обратно, и вот мы оказались правы. Вот видите, как получилось. И наш президент говорил в свое время, если вы считаете, что Чеченская республика – это внутреннее дело Российской Федерации, настанет время, когда Европа и Запад станет внутренним делом этой Российской Федерации. Он оказался прав, и сейчас эта работа идет в этом направлении. Они как бы сейчас изменили свою позицию, и мы должны с ними работать. Мы будем стараться с ними контактировать. Есть там люди, которых мы знаем, но это пока что вот на таком уровне. Вот признание нашего государства на уровне оккупированной территории, на уровне Украины, это не просто так вот слова простые. Это Рада приняла, об этом, конечно, знает Америка и ее власти. Так что это вопрос, над этим мы будем работать дальше. Баркал, Вересур, Аят. Баркал Масалев. Так, мы почти 70 минут в эфире. Нас смотрит 172 человека. И здесь наши все в телеграм-канале. Алла к нам подсоединилась, Дудаева. Если у вас есть что-то сказать, Алла, Муса, наши члены президиума, пожалуйста. Или же можете писать комментарии, тот, кто у нас смотрит в YouTube, и я зачитаю, и Аят или кто-либо ответит на ваш вопрос. Мне тут писали, потом убрали комментарии, я пока не вижу. По поводу, почему я Закаева не приглашаю, чтобы людям было удобнее разобраться. У нас платформа открытого диалога. Вот только что у нас был здесь в телеграм-канале Муса Ламаев, представитель, пропагандист Закаева, который, не понимаю, зачем он это для себя делает, ведет эту деятельность.
Затем это имеется в виду открытая площадка, куда может любой желающий зайти и высказать свое мнение. Я ранее неоднократно обращался, и в том числе лично к Ахмеду Закаеву, с просьбой провести экспертизу, психофизиологическую экспертизу на детекторе лжи, и подтвердить, кто на кого работает, так как они распускали про меня слухи, в том числе, что я якобы работаю на Россию. Поэтому после того, как Ахмед Закаев или кто-либо из его окружения готов пройти на полиграфию, я всегда открыт для общения. Мой канал открыт для того, кто готов отстаивать правду. Я бы сказал два слова по этому поводу. Пожалуйста, Да, Аят. вопрос поднимает. Мы начиная еще 2005, 2006, 2010 года, я помню, 2010 года, мы проводили разные конференции. В Страсбурге, потом проводили в Берлине, потом проводили в Германии, потом проводили снова в Страсбурге, где мы приглашали их, чтобы они были и чтобы могли вот эти вопросы решить. Не для того, чтобы, скажем, с ними спорить, а для того, чтобы показать эту ситуацию. И нигде вот из этих местах, когда мы их приглашали, они не приходили, они писали разные какие-то там декларации, просили, чтобы вот давайте, мол, будем все мирны и все такое. Мы готовы были, но только на основе нашей, как говорится, не для них. Мы прекрасно понимаем, что они работают, их работа связана с тем, что полностью открыто, можно сказать, они работают, и работа направлена в пользу Кремля, империи и против нашего государства. Я прямо это заявляю, потому что для этого есть все основания, все документы, и они опасаются приходить сюда и говорить. Пожалуйста, пригласите их, мы поговорим. Мы изложим для того, чтобы общественность и люди знали. Но сейчас они не хотят, они занимаются только тем, что постоянно проводят вот эти свои мероприятия под прикрытием именно вот этой российской агентуры. Вот они этим и занимаются. Посмотрите, вот я вам говорю, нет ни одного документа, который они приняли, чтобы он не был в пользу Кремля. В 2001 году, в 2002 году, в 2003 году, в Лихтенштейне, в Швейцарии, Копенгагене, этот концепция об условной независимости, в 2007 году. Все эти документы в пользу Кремля, в которых говорится, что наша страна есть часть России. Вот чем они занимаются. Это должны знать все. Эти документы все выложены, и эти документы принимали не мы с вами, а они за нашей спиной. Они принимали. Мы им говорили, вернитесь в конституционное поле, откажитесь от этого, давайте работать вместе. Мы как раз делали все для того, чтобы они вернулись и работали. Кстати, я приглашал этого Закаева, его, когда был в Лондоне, чтобы он приехал, и чтобы мы вместе работали. И ни разу с тех пор, ни разу он ко мне не пришел и всегда занимается вот этими делами. Связался с Березовским, связался там с другими людьми, которые работают против нас, и эту работу ведет. Теперь в 2017 году он принимает какие-то там документы, якобы он теперь перешел на Конституцию 2002 года, в которой значит, сказано, что первая статья, что это Чеченская республика Ичкерия, исламское государство, и все решения будут приниматься на основе Корана и Сунны. То есть он как хочет, перекладывая все эти вещи, они этим занимаются. И все те, которые отходят от основ нашего государства, с ними у нас не может быть единой какой-то команды, потому что мы должны стоять на команде, на той линии, которую избрал наш народ и на основе нашей Конституции. А они отошли от этой основы и занимаются. Как это можно назвать? Думайте сами. Для этого есть все документы, есть все обоснования, которые они сами нам изложили. Они есть на их сайтах, они есть у нас везде. Пожалуйста. Так что вот такая ситуация. Если они придут сюда, и если Закаев желает прийти сюда, хотя нам нет никакого интереса с ними разговаривать, потому что они берут людей наших и с ними встречаются где угодно, то ли в Украине, то ли еще где-нибудь, и делают картинку, якобы, что они все вместе. Это игры они делают, мы это понимаем. Мы не вместе с ними,
И мы не можем быть, потому что мы стоим на платформе нашего государства. То, что было принято нашим народом в 90-м году на общенациональном съезде нашего народа референдуме, то, что было принято нашей Конституцией, и то, что вот наша страна столько вот боролась, билась, изгоняла этого оккупанта, но в конечном итоге мы оказались, значит, оккупированной территории, насадили свои марионеток. Но это не значит, что это законно. Мы продолжаем свою борьбу в зарубежье, и не сложим свое оружие, мы не подписываем никакие акты о капитуляции. Так что это вопрос такой. А эти люди утверждают, что мы являемся частью России. Если нужно, мы в следующий раз можем выставить сюда документы, в которых они принимали. Вот такая ситуация. Вопрос, который вот задал этот человек, я ему отвечаю. Спасибо, Аят. Баркалон, происходит. Также вопрос задает Эд после... Когда вы выступите, два вопроса здесь, когда вы выступите в парламенте Украины, и как вы думаете, возможен ли стрим с Гарри Табахом? Было бы очень интересно. Вы знаете, мы еще когда вот работали, вот Алла Дудаева здесь, пусть она скажет, так, Да. мы работали, очень плотно работали с украинскими политическими деятелями по признанию нашего государства в 2022 году. И в мае 2022 года мы уже собирались ехать туда, послали туда документы свои для того, чтобы приехать и выступить там быть. Но с тех пор нам какой-то блок заложили, и нас сюда вот как-то, значит, под разными предлогами не приглашают. Мы же не можем приехать, у меня, допустим, документы, которые я должен получить визу. И при том, если приедем туда, ну, какие-то должны быть условия. Мы не можем ходить там-то улицы, там заниматься этими делами. Но мы готовы в любое время, если нас пригласят, приехать и выступить и в парламенте, и встретиться с другими органами власти. Мы готовы. В этом нет никакой проблемы для нас. Все зависит от того, что теперь сделает власть Украины. Но так как идет война, так как идет вот эта такая ситуация, мы стараемся это как-то понять, это все, но все равно в то же время видим, что вот эти вот люди, о которых мы говорим, они там находятся, даже те люди, которые все время были против нас, там находятся некоторые. И они там придумывают всякие какие-то свои басни, сказки, что они-то создадут там Имарат Кавказ, что они там создадут Горскую республику, что они создадут там Конфедерацию народов Кавказа, и ни одного слова нет о том, что они хотят создать то есть воссоздать Чеченскую республику Ичкерия, потому что на это у них нет никаких оснований. Они новое хотят сделать. Вот такая ситуация. Мы готовы всегда и выступить, и я много раз даже выступал по разным телевидениям, которые есть в Украине, и говорил о нашей ситуации. Они, правда, к этому относились настороженностью и говорили, что, пожалуйста, не говорите о том, что там вот вроде бы это у нас противоречие внутреннее. Я им говорю, вам сейчас, что это не внутреннее противоречие. Это наша позиция нашего государства, это позиция нашего народа, это позиция нашей Конституции, нашего суверенного государства. Поэтому это так надо воспринимать, а не иначе. Вот ответ. Да, Баркал, спасибо. Аят, Шамсад пишет, Аят, как можно, зная, какую преступную деятельность по отношению к Ичкерию ведет Закаев, ну как можно его к чему-то призывать, давая ему карт-бланш к дальнейшим действиям? Вопрос. Я этого не понимаю. Мы ему ничего не хотим дать. Я ответил только на вопрос, в котором вот было задано, почему вот вы ее не приглашаете сказать. Мы говорим, что мы за ним бегать не собираемся, мы занимаемся своими вопросами, а то, что они там из себя изображают нашим руководством нашего государства, это не имеет никакой основы, и все эти медали, все эти грамоты, и все, что они там, это все фейковое, чтобы знали. Это все не имеет никакой основы, и мы никакие с ними переговоры не собираемся. Единственное, что мы им сказали, вернитесь с конституционного поля Чеченской республики Ичкерия, оставьте вот эту свою работу, которая во вред нашего государства. Вот и все. Да, абсолютно. Муса, Ладух, что?
Пожалуйста. Я вот то, что я говорил, я свидетель, раз. Мгм. Второе, вот, в Украине, в общем, то Жахар Дудаев, полк когда делали, в общем, Ага. она и со мной, вот город когда брали, сектор был у нас, как сектор, не помню, вот, заводской район, короче. Мгм. Вот Мунай Иса был со мной. Вот когда Мунай Иса там уже в Украине, Закаев ни разу шагу туда не поехал. Потому что я знаю, что Мунай вот только так, ну, боялся. Закаев боялся, да? Да. Закаев Он был боялся, тогда против того, чтобы наши Мунаев поехал туда. Против выступал тогда. Да. Муса, вот Аят говорит, что Закаев выступал против, я тоже слышал эту информацию. Закаев выступал против того, чтобы Иса Мунаев, Муслим Чуберлоевский туда ехали вообще помогать. В начале, в 2014-2015 году. Я не говорю то, что ехали, понимаешь? То, что ехали, не говорю. Мунаев Иса, в общем, с Аядом переговорил, в общем, вот так поехал. И то после, когда, в общем, сказали, в общем, как его этих, кадыровцы мы определились, что кадыровцы это русские, в общем, наемники, а это имя Жахар Дудаева это совсем другое. Вот так организован был этот полк. Я о чем говорю, в общем, Закаев, когда, в общем, до войны Украины, в общем, в Украине войны не было, в общем, он ни разу не сказал, каждый день на компьютер сижу, я его информацию слушаю, в общем, и ни разу он не сказал Чеченская республика, Ичкерия он не сказал, Чеченская республика. И все, он все эти годы, в общем, он Чеченская республика и все. Но под контролем было. Я бы добавил, Муса, два слова, то, что я забыл и закончил. Вот по поводу того, что сказал, что интервью с кем-то я могу сделать или нет, с кем это было, Аслан? С кем? В парламенте то, что выступить, ты имеешь в виду? А еще с кем-то интервью сделать, почему не делаешь? С кем? Ну, с Закаевым почему не сделать? Это на канал не приглашаешь? Нет, еще. Ты говорил, Табах или с кем-то? Гарри Табах, да, Гарри Табах был, да. Пожалуйста, я в любое время, определим время и готов с кем угодно по этим вопросам, наши вопросы отставить и говорить, пожалуйста. Я думаю, что здесь это будет только на пользу. Если Я тоже так думаю. Я давно думаю, надо нам организоваться и сесть, пообщаться. Пожалуйста. Отлично. Муса правильно говорит, вот это все так. Это все так, это правильно Муса все говорит. Вот сейчас, недавно, месяц назад, он с этим, как его, Док Умарова, старшим братом не встретился. Этот Док Умаров приехал куда-то здесь в Европу, в общем, и не встретился. Призывал, в общем, все равно. Почему, я знаю тоже. А я тоже знаю. Скажи нам тоже, Муса, чтобы мы знали. Нам то, тоже... То, что он... Я же тоже был в этом Грузии. И когда в Грузии были, у Дока Умарова мы сели, и Закаев пришел на костылях, сели и там и кушали вместе, в общем. И тут Гилаев пришел, Гилаев с ним поругался, в общем. Тогда, в общем, только вышел Закаев, ушел. Мы же знаем, и то, что Док Умаров, что он говорил, 500 тысяч Путину дал, или кому дал, я не знаю, то, что он предатель. 500 он объявлял по телевизору, по компьютеру, то есть. Да, по BBC 500 миллионов долларов взял Дока за то, что предал Ичкерию и скоро появится в Сирии. В Сирию уезжает. Все они хотели в Сирию, чтобы все перебрались, и им удалось немножко тогда. Ну, как может человек, у него сидит
кушает, в общем, и док Умаров многие ему сделал даже. Там насчет квартиры, у док Умарова там друзья были, все эти, контрразведка, в общем, была, грузинская. И там все, и квартиру, в общем, помог, в общем, этому семье, в общем, поселиться, этому Закаеву. И может так говорить, понимаешь? А почему? Вот, брат не считается, потому что морду набьет ему. И все. Он же с охраной, как его набьет? Ну, охрана. Док Умаров, брата тоже охрана. Вместе. Ясно. Охрана. Мне можно сказать, а? Да, Алла, конечно. Добрый вечер. Добрый вечер. Я хочу сказать насчет квартиры. Я когда была в Грузии, работала, когда встречалась тоже с братом Доки Умаровым, и мне показали особняк двухэтажный, который был куплен Закаевым на деньги, которые он якобы собирал для помощи воюющим. И дело в том, что Закаев в то время был уже в Англии. А этот дом стоял, в этом доме жил его родственник. И когда, значит, наши воины пошли в этот дом, они собирались этот дом экспроприировать, то есть отнять у Закаева, эти деньги вернуть, и потом, в общем, тем, кто воюет, помочь этими деньгами. То этот родственник обещал отдать завтра, а потом сбежал. Вот. А тогда еще был в живых Умар Хангашвили, и он обратился к этому Умару Хангашвили, чтобы тот выступил с заявлением о том, что якобы в Грузии начали опять исчезать чеченцы, то есть якобы этого родственника похитили. И это была как бы угроза, потому что тогда правительство Грузии, оно очень опасалось чеченцев, живущих в Манкисе, из того, что опять начнутся похищения людей. И, в общем, это дело пришлось прекратить. Но это был особняк, который мне показали, а не квартира. И то, что он был куплен именно на деньги тех, кто воюет, это я этому свидетель, потому что еще когда я жила в Стамбуле, завод перед этим, месяца два. Короче, мне назначил встречу Закаев, и в отеле встретились, он был там на костылях с охраной, и он попросил, чтобы я собирала деньги у богатых турков, передавала ему, а он будет этими деньгами помогать тем, кто воюет. И я ему сказала, что я никогда не занималась сбором денег и не знаю таких богатых турков, которые могли бы дать деньги. Я отказалась. Вот, а потом узнала, что, видимо, кто-то ему давал, вот купил целый особняк. Вот, потом, то, что касается его заявления, вот теперешнего, то, что суд должно быть на основе суры Корана, шариата. Это что такое шариат сейчас в Чечне? Ну, шариат — это когда нет выбора народа, нет президента, нет парламента. Шура из 2-3 человек назначает во главе республики своего человека, кого они выберут. А кто эти 2-3 человека в этой шуре? Видимо, подельники этого будущего президента. То есть подписываться под этим призывом Закаева нельзя ни в коем случае. Это настоящая провокация. Вот. И еще то, что касается вот мусульман. Вот был вопрос такой, Захьяту Идикову, насчет общения с мусульманами. Я вам скажу, во время 2 русско-чеченских войн помогали ли мусульмане чеченскому народу? Дело в том, что в мусульманских странах там диктатура и очень богатые эти правительства, диктаторы, которые даже золотые унитазы имеют, самолеты в Чечне золотых, в общем. Но народу не помогают. А в Чеченской республике они и думать забыли, даже это, наверное, не вспоминают. К
Кто нам помогал? Он помогал в Вятском совхозе, с парламентом, когда признал нашу Чеченскую республику Ичкерия. Да, Грузины нам помогали. да. Кто нам еще помогал? Нам еще Украина, вот Сашко Белых со своей командой во время войны приезжал и помогал, участвовал в боевых действиях. Да. Да, и еще раненых перевозили в Баку, в Азербайджан через Красный мост. Вот и в больнице в Баку лечили наших раненых. Этим занимался Хожахмед Нухаев и Али Асаев, который был представителем в Баку в то время, во время войны. Да. То есть нам нельзя опираться, думать о помощи, что нам помогут братья-мусульмане. Надо дружить со своими соседями, потому что только они наши братья, которые нам помогали всегда. И соседи на Кавказе и Украина. Реальные наши друзья, наши братья. Нет разницы, какого вероисповедания. Потому что украинцы христиане, грузины тоже христиане. Но это не зависит от того, насколько сердце у них чистое, насколько они верны справедливости и дружбе на Кавказе. Вот такой мой ответ. Скажите признание, которое, если скажите, Алла, украинцами. А вы слышите? Что? Я сейчас не слышала. Скажи, Аслан. Алла, повтори. Алла, скажите вот про признание, которое украинцы делали, как мы там с вами этот вопрос задавали нам. Признание Верховной Рады. Ну да, украинцы в ответ на наши письма с Ахьядом и Диговым, которых мы много послали и Украине, и республикам Балтики, и Польши, Балтии правительством, парламентом, признали оккупированной Чеченскую республику Ичкерия, признали оккупацию, то есть осудили геноцид, да. Значит, это как бы признание нашей независимости, потому что если они считают, она оккупирована, значит, она независима. Да, конечно. Совершенно верно. И признание геноцида именно в той формулировке, которую президиум наш указывал постоянно, и ссылаясь на съезд чеченского народа и на то, что над нами совершен геноцид. Все, как вы указывали, именно так и действовала Верховная Рада. Да? Так как пострадала Чеченская республика Ичкерия, ни одна республика на Кавказе не пострадала. Вспомните. И не на Кавказе, да. Разрушенный город Грозный, сожженные села, города, сожженная земля была вся заминирована. Да. 20 лет после этих двух войн люди заболевали радиацией, потому что применялись бомбы с урановым из отработанного урана наконечниками. И эта радиация разлагается очень долго. И люди болели и до сих пор еще умирают от рака, от онкологии, Ичкерии. Вся земля была нашпигована этими бомбами, разрушена. И, конечно, больше всех пострадала. Но Да. нам помогали и грузины, и украинцы во время войны, и азербайджанцы. Ну, друзья. Да, мы должны сказать еще о том, Алла, извините, что вот эти все страны западные, да, куда приехали наши беженцы, их много, около 200-300 тысяч, они их приняли и здесь помогают нашим людям, они учатся, работают. В общем, мы это должны тоже говорить об этом, потому что это очень важный момент. Мы чувствуем себя в защищенности здесь, и благодарность им должна быть от нас всех. Конечно, это так. Это после второй русско-чеченской войны начали принимать. После первой этого не было. Вот. Ну, я вам скажу, вот Путина и его олигархов страны Запада тоже принимали. Они вкладывали деньги в банки Запада. Они покупали там виллы на Западе, нефть чеченскую, как вы помните.
не только чеченскую, Путин на Запад отправлял. И, конечно, это как бы двойные стандарты. Вот. Ну и главное, что за эти 2 русско-чеченские войны никто не понес наказания. Никто не понес наказания за убитых 300 тысяч чеченцев, 43 тысячи детей. Никто не понес наказания. И Путин до сих пор не наказан. И его олигархи до сих пор что-то пытаются диктовать. Вот сейчас этот теракт, Крокус, Сити, Хилл, по-моему. Холл, да. Да. Ну вот я там читала о том, что якобы это огромное здание, этот холл принадлежит азербайджанцам, но в действительности это азербайджанские евреи, что сколько оно стоит, где-то миллиарда 2 или 3. Оно было застраховано. Вот. И сейчас страховки они должны получить 13 миллиардов. Но кроме того, оно было еще заложено для того, чтобы брать кредит в банке. И у них есть правительство России, свои люди, которые эти 13 миллиардов выплатят. То есть они, наоборот, не пострадают, а не только окупят, а даже останутся в большом выигрыше. И, может быть, поэтому эти спецназ, полиция не помогали, когда был теракт, тем, кто находился в этом Крокус-Сити. И через 35 минут даже не приехали, только когда террористы скрылись. В общем, там настолько все запутано, и столько пытаются невинных жертв этих, которые пострадали, обвинить этих таджиков, которые, наверное, действительно виноваты, но тем не менее ФСБ России принимала самое большое в этом участие, и именно с них надо спрашивать. То есть виноват Кремль, виноват Путин в этом теракте. Да. И ФСБ. Да, думаем, да. Да, наверное, какие еще вопросы будут? Вопросов сейчас уже больше я не вижу. Если есть, друзья, вопросы, мы уже 1:40 в эфире, друзья, почти 1:40. Если есть вопросы, сейчас выступала Алла Дудаева, вдова нашего первого президента Джохара Дудаева, сопредседатель президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Также вы можете задать вопрос Аяду Эдигову, которого вы видите на экране. Так, Мустанг поднимает руку. Муса, да, мы тебя слушаем. Закар, ты пригласишь, если он придет, это сенсация будет. Не, я его не буду приглашать, не надо мне его. Попробуй хотя бы. Я его на детектор пригласил, на детектор. Я только так буду разговаривать с ним. Только со следователем. У нас платформа открытого диалога, и любой человек может. Абсолютно, он пришел. Кто хочет, да, у нас открытый диалог, любой, кто хочет, может зайти, мы гнать никого не будем. Специально звать я его тоже не буду. Так что... Когда в диалоге не вступают в прямые диалоги, он любит выступать сам по себе отдельно, а никогда я не видела, не слышала, что был диалог с Ахметом Закаевым. Так, сейчас, Хали Галя, подождите. Мустанг, ты можешь включать микрофон, ты поднимал руку, и давай тебе дадим слово, и, в принципе, нам уже можно, наверное, заканчивать, Аят, если... Да, конечно, если нет вопросов. Уже поздно, да. Мустанг, микрофон халлате вистали шоушона. Я все, кажется. Ага, Муса, хотя уйдет, Мустанг бош, кускик айдена уйдет. Давай. Ага. Маршал. Маршал.
Раски вы это стрим Мустанг, Раски мата. Коротко, Раски. Аха? Цаволо есть. Раски мата. Раски ночи мата, она мустаз Раски мата дохкон. Ага. Да. Аят китариотсу бочина. Мустан, Бог гахал то, что в 2002 году Худинир была ЗКФСР подписать Киев, что мы часть России. Хайнс Динак была. Он цар бин бат Чеченская республика, состав Российской Федерации, Волга, Тия, Ичкерит, да, 96-й года. 6-й года. В 2002 году в Копенгагене они приняли резолюцию, в котором Мустанг. Они в Копенгагене в 2002 году они приняли резолюцию от имени всего чеченского народа. Царь и Бакояцер цигвали на Хазбулатов, Кыбарш, Башгула, Белцар. По-русски. По-русски. Да, это речь идет о том, что, ну и что, это я говорил, да, это есть документ, в котором они в 2002 году приняли так называемую резолюцию на Всемирном Чеченском конгрессе, ВЧК. И там есть документ пропитан тем, что Чечня, территория Чеченской Республики есть часть России. Почему? Потому что они везде, весь документ пишут Чеченская Республика. А Чеченская Республика 1994 года, 16 января, уже переименована в Чеченскую Республику Ичкерия. А они в 2002 году пишут Чеченская Республика, везде по всему документу. И потом еще там пишут, что все вопросы надо решать на основе плана Хазбулатова. План Хазбулатова – это план, в котором записано, что мы являемся частью России. Вот там это шло. Да, этот документ они приняли, и этим занимался вот этот орган, так называемый Всемирный Чеченский конгресс, который собрали в Копенгагене в октябре или в ноябре 2002 года. Да, об этом речь идет, да? Идуешь, да? Да. Ну вот об этом. Да. Да. По их документу получалось, по их документу, который они приняли якобы от всего чеченского народа всемирно, никакой там Всемирный конгресс не было, собрались вот эти люди, некоторых людей пригласили, какой может быть Всемирный конгресс,
который не может быть, потому что не может быть за границей, и кто его собирал. Эти люди, которые в 2001 году, в августе, потом там же уже в сентябре, по-моему, следующего года в Лихтенштейне, они тайно заключили сговор, что все вопросы будем решать на основании того, что территория Чечни является частью России. И вместе с русскими они заключили договор. А там уже вот это принимали. Об этом он говорит. Я так понимаю. И что это, да, Мустang? Именно 2002 года об Европу Путину так door en mag dit allemaal niet van uren ta mocha istiyasa wala isbale bo bushin na tamani ado imенно إذا Putin wara tu ibetna qalar lima shi ayo hum Да. Они после этого тоже принимали разные документы, принимали разные другие документы, которые в этом же ключе. Поэтому мы им говорили тогда, что вы не на правильном пути, что это предательство. Вернитесь в конституционное поле и давайте работать в нашем, соответственно, нашей конституции. Все. Никаких ответов от них нет, и они продолжают до сих пор эту свою линию. Вот и все. Это должны знать все наши друзья и в Украине, и по всему миру. Такая ситуация. Все те, которые с ними сотрудничают, тоже так. Вот мы здесь находимся, мы являемся людьми, которые избраны нашим народом в очередных выборах, и люди назначены нашим президентом, и избранные наши люди на местах органов местного самоуправления и в другие органы власти. Поэтому мы говорим, что эти люди еще в 2007 году выступили против президента, когда президент еще действовал, и правительство. Они заявили, что мы теперь власть, и сами заявили себя, объявили премьер-министрами и другими. Смешные вещи делали, но смешные оказались настолько серьезными, потому что им помогает именно сила, которая противодействует нашему государству на восстановление и деоккупации. Они этим занимаются. Им было сказано: оставьте эти вопросы, вернитесь в конституционное поле. И мы сегодня говорим: вернитесь, признайте эти свои ошибки, вернитесь и будем работать вместе. Вот что мы говорим. Они с этим не соглашаются и не собираются, как мы понимаем. Вот об этом речь идет. Я об этом уже говорил здесь, хотя не так детально. Barkalaya dere sud. Я что-то плохо слышу его. Он говорит, что Закаев сказал, что у них есть план государственной деоккупации Ичкерии, Чеченской Республики, наверное, просто без Ичкерии. Но они вот недавно говорили, что они хотят Горскую Республику создать, потом Горскую, значит, потом создать конфедерацию, потом конфедерацию народов Кавказа. Что угодно они говорили, вместе с Кутаем каким-то там и другими людьми собираются, теперь там какие-то заявления делают, и все это, значит, это все не имеет никакой основы правовой, и никаких документов под собой не имеет то, что они говорят. И это не будет рассматриваться серьезно никем. Мы и так понимаем этот вопрос. Да, они этим занимаются, да. Понимаете, да. Да, но это не имеет... Да. Хульдер, Мустang. Мустang, дело в том, Мустang. Мустang, дело в том, что у нас есть люди, которые
не считает, что наше государство нам не нужно, считает, что мы не в состоянии, как отдельный народ, развиваться, считает то, что мы сделали, ошибкой. Об этом этот Закаев заявлял сам, что это была ошибка, так? Они там и другие вещи говорили. Они с самого начала в этом как бы участвовали, и очень похоже, что с самого начала они участвовали специально, вредя всему, что делает наш народ, и против воли нашего народа. Поэтому здесь мы видим не только определенное количество там процентов людей, которые были еще воспитаны советскими институтами и советской властью, они находились под этим, как говорится, колпаком, и они до сих пор в это верят. Они не верят в восстановление нашего государства, они считают, что это не надо, понимаешь, они убеждены в этом. А мы не можем говорить, что мы можем с ними согласиться, потому что наш народ в целом решил иначе, что мы имеем право создать свое государство. И сделали это. А они работают на пользу этого Кремля, этой империи сегодня. Вот и вся здесь проблема. И, как Жагар говорил, когда-то они отрабатывают. Похоже очень. Да, Всё. очень похоже. И еще, знаете, Аят, я слышал от людей, которые здесь у нас в Берлине, из окружения Закаева, которые мне как-то сказали, что, и я потом долго думал над этим, тоже сказали, что наш народ не готов к демократии. Не готов к демократии. Наш народ готов к Чувствую, демократии, историю жил в демократии. веками жил только именно этим способом. Да. Веками. И эта демократия и сохранила наш народ. Да. Дорогой мой, как в Европе шариатский шариатский почал. И что в Берлине? Но если они, да, Муса прав, если они так чёрт, они тогда пришли на так называемую конституцию, которую никто не принимал, в котором говорится, это же Закай его команда, потом они еще в 22 году, кажется, в Швейцарии там подтвердили, что они на основе конституции, в которой на Чеченской республике все будет приниматься на основе Корана и Сунны. Кто им дал это право? Это право имеет только наш народ. Мы не против религии, мы мусульмане, мы не против религии, но мы против вот этого насаждения, вот этого, знаете, экстремизма и всяких других дел, которые нам навязывают. Мы веками были, религия была, и мы сторонники того, чтобы, значит, свободу вероисповедания. Из-за этого нас вот, в этом плане некоторые люди пытаются там нас осудить. Нет, да, здесь в Европе много стран, скажем, начиная от Англии и другие северные страны, там, значит, эти страны имеют свою католическую или другую религию, называют ее государственной или официальной религией. Так и у нас, понимаете? А за это пытаются нас где-то упрекать некоторые там деятели, которые сами имеют понятие в этом нулевое, мне кажется, вот так вот. Им надо осознать то, что они говорят, но, насколько я понимаю, они занимаются разной там демагогией для того, чтобы подвести дело под Кремль снова. Конечно. Вот что это такое. Да. Да. Да, Да, Виктор. Это, если бы было не так горько, это было бы смешно или наоборот.
то, что, значит, подписан в 1997 году, 12 мая, этот договор о мире, который подписан, наша страна, наша республика, я был инициатором, на парламенте мы ратифицировали это. А вот Дума российская, она, значит, не ратифицировала этот договор. То есть она не сделала ее обязательной для себя. Подписание договора вот такого межгосударственного на уровне президентов, оно должно быть ратифицировано, то есть сделано как обязательным документом, законом. Российская сторона этого не сделала, чтобы ты знал. И, ну, еще и другие, чтобы знали. С другой стороны, им наплевать на эти все подписи, они снова пошли на нас войной. Так что теперь мы должны умолять их, чтобы они вот на основе этого договора, который они так махом нарушили, вы это умоляться. Мы должны освободиться от этой территории, и их признание нам, в принципе, и не нужно. Мы должны сейчас в мире, чтобы нас признавали, эта страна диктаторская. Отлично. Понимаете? Совершенно Вот, верно. да. И мы должны действовать в соответствии, вот как мы говорим. У нас есть вот планы, которые были разработаны еще тогда в разработке. Это Кавказский дом, это есть сотрудничество с соседними странами. И действовать строго в рамках современного международного права и нашей Конституции. У нас есть, конечно, свои национальные, традиционные такие вот наши традиции, адаты. В соответствии с этим, но главное здесь то, что мы должны сохранить свой народ, сохранить свою территорию и развивать ее в современных условиях. Вот так вот. И то, что они говорят, оно неприемлемо. Оно никак не срастается с тем, что они делали до сих пор. Тем, что они до этого времени. Теперь эти разговоры вести, это для кого эти разговоры? Для того, чтобы себя чем-то оправдать? Это не пройдет. Это не то, что не пройдет. Это столько наворочено ими, столько. Это уже с ними разговоры очень короткие. Если они не собираются, то они сейчас, вот видите, вошли как будто бы в состав какой-то коалиции, которая там, российские коалиции там, и там здесь на Западе они там, значит, подписывают договор о том, чтобы развалить Россию. Как будто мы являемся частью России. По какому праву Закаев иметь эти разговоры вести, подписывать там какие-то договора о развале России? Это не наша задача. Это пусть они сами делают. Наша задача освободить территорию от оккупации и восстановить легитимную власть. А он нас втягивает туда, как будто мы являемся частью России. То есть он под законом России как действует. А нам известно, что Россию вряд ли они развалят. Если вот этот момент, вот эти пункты, которые я говорю, с этим не судиться. А кто сегодня развалит эту страну? Маловероятно в данной ситуации, если ситуация как-то не изменится кардинально, что ее развалить хотит Запад, этого не видно, по крайней мере, сейчас. Понимаете? Потому что это может в глобальный такой кризис вырасти. Они хотят это делать иначе, насколько я вижу. Вот такая ситуация. Аят, здесь Шамсад уже второй раз, третий раз высказывает свои опасения. И Сансей тоже говорит, что преступники должны быть наказаны. Аят говорит, Шамсад, это была бы ошибка, если бы он делал, если бы это были бы ошибки, если он делал бы это неосознанно. Он осознанно совершает эти преступления против Ичкерии. Нельзя его призывать, а надо осудить и дать ему знать, что он ответит за свои преступления. Это гнев народа, Аят. Нет, здесь у нас нет никаких там... Мы всегда готовы с нашей стороны, мы на позициях нашего народа стоим и говорим тех, кто против этого, мы говорим, вот здесь неправы, вот ваши дела, вот чем занимаетесь. То есть мы их разоблачаем в этом вопросе, и с ними никак не можем быть единой командой. Вот о чем речь. И свою команду их принимать тоже мы не можем, если они не признают свои ошибки и не осознают всего этого. А там уже, если они это сделают, тогда будем смотреть, что делать.
Вот такая ситуация. Баркал Дересур Аят. Мы уже почти 2 часа в эфире. Сейчас хоть нас около 1000 человек смотрит. Но я предлагаю закончить сегодняшний наш стрим. Мы уже почти 2 часа в эфире, чтобы оставить Хорошо, что-нибудь на потом, Аят. хорошо, хорошо. Да, пожалуйста, конечно. Алла Дудаева, пожалуйста, вам слово. Я хочу уточнить насчет Горской республики, Мгм. который предлагает Закаев. Что такое Горская республика? Это так же, как на основе его сунны Корана, только для мусульман. То есть это Кабардино-Балкария, но там только балкарцы мусульмане, потом Дагестан, получается. Мгм. А Грузия не входит, Армения тем более. Вот. И получается, что Дагестан у нас никогда не заявлял о выходе из России. Понимаете, так с кем собирается Закаев организовывать эту Горскую республику? Это непонятно. Кавказский дом — это тот, о котором мечтал Святков, Сахрути, Захар Дудаев. Это все республики, и христианские, и мусульманские, в Едином Союзе. И без давления какой-то одной республики. Все страны равны, все республики равны. И общий совет этих республик решает управление этой Страной. Кавказ. Конфедерация. Да. Кавказ, да. Это получается что-то вроде Евросоюза. Это замечательный союз. Там экология, защита флоры, фауны. В общем, это, там очень много, да, экономические связи между собой. Это самое выгодное и самое лучшее, что только можно было предложить. И это было задумано Святым Сахурди и Захаром Дудаев. Курская республика — это утопия, которую предлагает Ахмед Закаев. Все, я закончила. Спасибо за внимание. Спасибо вам, Алла, большое. Спасибо. Да, Алла дурит. Дудаева. Он дурит. Да, да. Дурит свою. И все. Больше ничего не делает. Актер болтать умеет хорошо. И все. Вот вся его работа. Ну что, заканчиваем, да, на этом? Да, на этом можно тогда закончить. Уже больше 2 часов мы в эфире. Сегодняшний 26-й стрим платформы открытого диалога. Следующий наш стрим, 27-й, состоится во вторник. Во вторник, Ирива? Да, вторник. Во вторник на чеченском. Наверное, شوي دق الله يويست كуча комментариев дух язенцу. Во вторник у нас состоится стрим на чеченском языке, друзья. Также вы можете все принять участие, задавать вопросы. В 20:00 по центральноевропейскому времени состоится во вторник. И вы можете задать вопрос. Все, на этом наш сегодняшний стрим заканчивается. Аят, спасибо. Алла, Муса, Хали, Гали, Шамсад. Все, кто задавал вопросы, кто отвечал на вопросы, кто слушал. Огромное вам спасибо, друзья. Мы создаем наше будущее. Спасибо, Алла, особенно вам. Большое спасибо. Адикер, Маршоль. Спокойной ночи, друзья. Спокойной ночи. Адиктар. Давайте. Давайте. Адикер. Да, Адик.